Здравствуйте, это программа «Интервью». И у нас в гостях министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева. Маргарита Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, вот в рамках Международного экономического форума больше 20 тысяч участников приехали из 140 стран мира, в том числе и из недружественных. Расскажите все-таки, с каким количеством, я имею в виду, а именно числом представителей зарубежных стран вы пообщались, я имею в виду и Ради Фаритович, и вы лично, и в целом делегация нашей республики? Добрый день. Сегодня третий день, практически завершающий сегодня главное пленарное заседание, и мы предварительно подводим итоги работы делегации Республики Башкортостан на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме под руководством главы региона. А я напомню, что Республика Башкортостан сотрудничает более чем со 103 странами. И в эти страны в основном входят, конечно же, сегодня дружественные страны, которые в геополитической ситуации поддерживают Российскую Федерацию и заинтересованы в поставках из нашего региона. И, конечно, на этом форуме мы встретились со всеми нашими ключевыми партнерами, провели с ними встречу, и я кратко подведу итоги наших переговоров. Прежде всего, конечно, это наше белорусское сотрудничество. Мы провели ряд встреч с министром экономики Республики Беларусь, с губернатором Гомельской области, с послом Республики Беларусь. Здесь мы достигли следующих договоренностей. У нас есть совместно российско-белорусский инвестиционный кластер, который мы в Нижнем Новгороде уже буквально на следующей неделе будем презентовать на секциях совместно с Советом Федерации и Российской Федерации. И именно как раз это сотрудничество сегодня помогает нам развивать совместные технологические площадки, на которых могут размещаться как и российские компании, естественно, в том числе и башкирские компании, так и белорусские компании. Данный кластер будет существовать как в нашем регионе, так и на территории Республики Беларусь. Что касается большого и уникального сотрудничества с Республикой Узбекистан, то здесь мы провели встречи с вице-премьером Республики Узбекистан, с министром энергетики Республики Узбекистан и рядом других коллег. Сегодня мы создаем технопарк в Узбекистане, в Бекабадском районе. В дальнейшем в этом технопарке будут представлены компании со всего мира, иметь уникальные условия. Ну и, конечно же, мы его создаем прежде всего для наших компаний, для компаний Республики Башкортостан. Эту работу, финализацию создания данного технопарка мы тоже провели здесь на встречах на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Что касается страны-партнера Бахрейн, то здесь мы все-таки пока что ищем ключевые вопросы сотрудничества и уже на финальной стадии. А вот хотел уточнить, традиционно промышленность, сельское хозяйство, вот какие еще направления в рамках внешнеэкономических связей рассматривали на площадках форума? Ну, прежде всего, это двустороннее сотрудничество не только в сфере экономики. Конечно, это культура. Сегодня один из ключевых направлений развития экономики, которую ведет в нашем регионе первый вице-премьер Мурат Рустам Хамитович, это креативная экономика. Республика Башкортостан – один из драйверов развития креатива абсолютно во всех сферах. И здесь под его руководством мы как раз налаживаем креативное сотрудничество с другими странами. Это и Беларусь, и Узбекистан, и даже Абхазия. Например, нам были презентованы уникальные ручной работы платки, шелка с картинами известных абхазских художников. И нам была предложена коллаборация, то есть сделать совместные украшения, совместные платки, произведенные и разрисованные художниками Республики Башкортостан и Республики Абхазия. Благодарю, Маргарита Дмитриевна. А я напомню, у нас в гостях была министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.